А мы как-то вообще будем обсуждать допрос Тимофея, который вышел буквально недавно на днях, где он буквально улыбается, когда его спрашивают о мальчике, которого он... Тот самый Тимофей из школы Воденцова говорит о том, что он планировал это не 1 месяц, и сразу видны нацистские мотивы, он их даже не скрывает и открыто говорит о том, что да, я планировал это не 1 месяц, и он прям строил целый план, как он это все сделает, и даже подготавливал взрывные устройства, с чего я, в принципе, в шоке. Также там он говорит о том, что действовал по справедливости, и я вообще в шоке с этого, потому что ни в какой форме вообще Россия не поддерживает нацизм, и из чего вообще все взяли, что мы это поддерживаем, я понятия не имею. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а полное видео допроса вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале по ссылке в шапке профиля, потому что здесь платформа такое не пропустит. Мама Камилджона и Тимофей встретились на допросе в суде. Также там были родители Тимофея, которые сидели с каменными лицами и не давали никаких практически комментариев. Допрос длится всего 25 минут, и можете посмотреть у меня его в шапке профиля. На допросе мама Камилджона задает вопрос Тимофею, в чем же провинился ее сын, на что он отвечает, что он действовал по справедливости и наказывал, собственно, иностранных граждан. Действовал по справедливости. Я думаю, что большинство россиян, в принципе, не поддерживает Тимофея, потому что мы не поддерживаем нацизм ни в какой его форме. Если честно, то я очень жалею, что посмотрела этот допрос, потому что он какой-то очень жуткий. Потому что перед нами как будто бы сидит не 15-летний мальчик, а какой-то маньяк. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, будет интересно почитать. Буквально недавно вышел первый допрос Тимофея после случившегося в школе Воденцова. На этом допросе у Тимофея спрашивали про его детство, про отношения с родителями и почему он пошел на такой поступок. Пришли вот какую-то грань, после которой вы уже... Если честно, у меня очень смешанные чувства после просмотра этого допроса с Тимофеем. На вопросы про мальчика он улыбался и ничего практически не говорил. По его взгляду видно то, что он максимально холодный человек, и на самом деле это пугает. Ну а что сделал Тимофей с мальчиком, у меня просто до сих пор нету слов. Гнилые блогеры, которые говорят, что убийце таджикского мальчика дали пожизненное, которые говорят, что был некий допрос, на котором убийца улыбался в лицо матери. Вы ради контента и подписок на свои каналы готовы обманывать людей, которые вам верят. Я никогда в жизни не просил на себя подписаться из-за этой темы. Мне это не нужно, но хотя бы спрашивайте у меня достоверную информацию. Во-первых, никакой приговор еще не вынесли. Во-вторых, допроса не было. Они ни разу не виделись лицом к лицу. Это все придуманные интриги. Ваш юрист от народа. Только достоверную информацию слушайте.